Друзья, по-прежнему Next TV. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Хочется верить, что запись пошла. Мы в прямом эфире Next TV, Арча Медиа. И по-прежнему стараемся обсуждать интересные, как минимум, острые, как максимум, актуальные всегда темы, которые волнуют нашу страну и наших граждан. Сегодня особое удовольствие видеть в нашем эфире Даниила Кушнбекова, визионера, эксперта, председателя правления ОАО «Кыргызтелеком». И вот в этом статусе, наверное, он нам сегодня более интересен, потому что начать беседу мы как раз-таки хотели бы с госимущества, насколько грамотный менеджмент у нас происходит в тех оставшихся кусочках того самого госимущества. Даниил, добрый вечер, рад вас приветствовать. Спасибо, что согласились на этот эфир. Максим, приветствую. Спасибо большое за приглашение. Тоже взаимно рад вас видеть. Даниил, ну, действительно, давайте, наверное, начнем. Вы все-таки лучше других знаете ситуацию, знаете ее изнутри, потому что какое-то время возглавляли один из самых крупных телекоммуникационных вообще холдингов. Я думаю, Кыргызтелеком можно назвать прямо холдингом, потому что очень много там чего в нем есть. На ваш взгляд, вот с частного к общему переходя, насколько грамотно управляется госимущество наше на примере Кыргызтелекома, и, если можно, тоже попросил бы вас охватить ситуацию шире. Такое сейчас современное модное выражение есть, да, кейсы, да. В плане управления вот именно конкретным имуществом, да, у меня есть, скажем, разные кейсы. Более 10 лет назад я был сам арендатором во многих учебных заведениях, брал небольшие там поинты, да, там делали там ксерокопию, там буфеты и так далее, да. То есть больше 10 лет назад я столкнулся с таким, да, странным на тот момент для меня как бы положением, что в каждом вузе есть свои правила по, скажем, выдаче в аренду торговых площадей. И в каждом вузе есть, знаете, своя процедура согласования, да, там, в некоторых вузах вообще для меня непонятно, ну, к примеру, там, мы арендовали в медакадемии, да, где медакадемия там договора с нами согласовывает полгода с Минздравом, потом с Минобром и потом с Фондом госимущества. То есть во многих местах владельцами, распорядителями и этого имущества являются не только ФУГИ, да, а ряд других, скажем, профильных министерств и ведомств. Помимо того, что там есть такая страшная бюрократия, есть очень много факторов, когда непонятны правила игры. То есть непонятно, поскольку ты можешь брать квадратный метр, да, куда платить, когда платить и так далее, да, но при этом каждый месяц приходит, скажем, уполномоченный человек и начинает тебя как бы, ну, вызванивать, спрашивать, да, почему не платишь арендную плату. И тогда я вот задался вопросом, это было 10 лет назад, но технологии не были настолько развиты, да, и там, пройдя какое-то время, я думаю, сейчас, как я человек, болеющий за внедрение цифровых технологий, я вижу, что на текущий момент оцифровать все госимущество, которое есть в стране, да, и сделать понятные правила игры, полностью пересмотреть, скажем, арендную составляющую, да, там, сроки и так далее, это позволит привлечь в бюджет страны, я думаю, ну, десятки миллиардов сомов. Это колоссальный потенциал, на который, на самом деле, мы не видим, его не используем. Да нет, чтобы уточнить, правильно ли я понял, что как такового нет даже единого реестра того самого госимущества, и непонятно, кто там, какое профильное министерство или ведомство, помимо ФУГИ, фонда, им управляет? Совершенно верно. Вот говорю, в медакадемии, да, там есть там двойное подчинение, они подчиняются Минздраву, почему-то они должны согласовывать договоры с Минздравом. Ну, из своей практики знаю, что там много-много лет пройдя, мы платили арендную плату, да, но мы уплачивали, скажем, круглый год, но договор мы получали уже в конце там следующего года. Ну, фактически, ну, я не понимаю, для чего документ этот нужен, да. То есть, ну, в моем понимании было, то есть, какой-то есть электронный портал, да, ты заходишь, да, видишь там медакадемию, там, не знаю, в 3D формате, выбираешь себе там поинт, да, там, они пишут там, под какой вид бизнеса и так далее, да, ты его регистрируешь, там, оплачиваешь там, ну, не знаю, арендную плату, там, на 3-5 лет заключаешь договор, все. То есть, договор как бы и истек, ты правила соблюдаешь, ну, окей, да, то есть в том плане, что не надо никому бегать. Вы же понимаете, что, возможно, чем больше, скажем, участников данного процесса, тем больше, да, желания манипулировать.
Допустим, там, в институте Арабаева, да, мы брали там большую площадь, да, мы ждали там какого-то ученого совета. Там в КНУ я брал, да, там аренду, площадь, да, там решала какая-то девочка, да, я имя не помню, да, то есть там даже ректор не решал такие вопросы, да. И для меня это был такой, да, ну, экспириенс классно, ну, как бы, здесь важно очень понимать, насколько будет твое большое эго, да, то есть если ты на первом месте развития бизнеса, да, то ты должен забыть про эго, да, и просто ходить там, не знаю, падать в ноги, да, кланяться, да, и как бы, да, добиваться своего процесса. Но самое страшное, да, что при каждой смене, скажем, руководства в этих заведениях, да, постоянно меняются правила игры. Потому что когда, ну, вот в медакадемии, там, помню, случилась там смена там руководства, да, там, не знаю, там меня пригласил там какой-то там, не знаю, а, даже не вспомню должность, какой-то там связанный там главный человек, скажем, по лечебной части, да, то есть я говорю, ну, какое отношение имеет человек, который к медицине, да, он какое имеет отношение к аренде, да, то есть не совсем было понятно, да. И ну, какие-то Даниэль, вот вот вы вопросы. начали, я все-таки хочу вернуться к более крупным. Вы начали, да, с кейсов очень интересных, но все-таки каких-то вот мелковатых, что называется. Ага. Будучи, напомню, все-таки, хоть и экс, но все-таки председателем одного из крупнейших коммуникационных государственных холдингов. Вот, может быть, на примере вашего участия в этом рабочем процессе тоже есть какие-то вещи, которые вас, ну, скажем так, заставили задуматься, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Совершенно верно, Максим. Кстати, одна из таких, скажем, кличек, да, которую мне поставили в телекоме, это меня назвали риэлтором. Все, наверное, прекрасно знают здание, да, которое находится на пересечении Советской Киевской, это башенка, да, вот, ну, знаменитый Куранта. Там порядка 5000 квадратных метров, которые там часть принадлежит телекому, часть принадлежит АО «Почта», «Кыргызпочта Сет». Плюс есть там самый лакомый кусочек, двор, да, там порядка 70 соток, да, практически гектар земли, это нулевой километр. Чтобы понимали, ну там ГУМ-ЦУМ соседний, да, они сдают там один лоток, да, 1 квадратный метр у них там стоит, не знаю, там $50 или там $100 в месяц стоит. Там аренда космос. И имея, скажем, такое уникальное географическое расположение, да, то есть даже Кыргызтелеком не умеет управлять этим имуществом. Придя в телеком, да, одна из, скажем, фишек, которую мы начали оцифровывать наши объекты. На сегодняшний день в телекоме есть по всей стране порядка 350 объектов недвижимого имущества. Причем не только в Бишкеке, и в регионах оно находится в самых топовых местах. То есть приходили ребята там из Соколока, там, не знаю, именно просили там, не знаю, отдать эти объекты, говорят, мы там построим современный там бизнес-центр, да, и часть, допустим, здания, да, пусть там сидят ребята из телекома. Вот есть живой пример Киевской Чуи Исановой, прямо напротив бета-стора здания, знаете, где почта сидит. 4-й этаж принадлежит Кыргызтелекому, 700 квадратных метров, там потолок 4 метра, open space. Там шикарный open space, да, это не золотой, это платиновый квадрат столицы, да. Максим, мне было до боли обидно, я хотел плакать, да, оно уже 18 лет простаивает. Оно пришло в такую, ну, в негодность, да, но при этом, да, оно находится в таком топовом месте, да. Тот же Кыргызпочта, помните, все знают на нас знаменитый почтам, да. Мы вот ради интереса ходили с руководством тоже АО «Почта», сделали мониторинг. За час туда пришло 3 бабушки, которые оплачивали арендную плату. При этом каждый этаж этого здания, которое находится на вот Киевская, Советская, да, один квадрат порядка 1000 квадратных метров. То есть у нас было огромное желание сделать open space, да, открытое пространство, да, и сделать такое, да, красивое пространство, там, стеклянные там окна, там, не знаю, пригласить там BMW, центр там поставить какой-то электромобиль, там, завести какие-то банки, там, финтех-платформы и так далее, да. То есть ну, даже с коммерческой точки зрения даже сдавать по $50, это 50 тысяч долларов. Один этаж мог бы приносить вот в этой локации. Но, к сожалению, как бы, ну, Тут этого не надо происходит. уточнить, приносить все-таки государству. Я верно понимаю? Совершенно верно, совершенно верно. И вот когда мы копнули, Да, мы эти 350 я объектов, да, хотел... по стране мы оцифровали. Сори, да? Вы хотели? Продолжайте. Мы делали небольшую оцифровку, да, и мы, знаете, когда вот идешь по этим объектам, выявляется очень много таких, да, моментов. Ну, приходили арендаторы, которые, ну, люди, ну, мне даже на Facebook писали, которых я не знаю. И мы когда выявляли всякого разного рода ситуации, оказалось, что после того, как мы эти 350 объектов вывели, мы сделали такую некую электронную карту. То есть берешь по стране,
нажимаешь на какую-то локацию, он показывает всю тебе предысторию. Там красная, зеленая книга, кто арендатор, там, договора. То есть я попытался все это сделать как бы в цифровом формате, чтобы было понятно, да, каким образом, да, происходит, скажем, управление этими активами. У нас были, знаете, до смешного случая, да, когда мы звонили арендатору, говорю, здравствуйте, там, оказывается, он там 2 или 3 года уже аренду не платил. Он говорит, блин, я думал, вы вообще меня не вспомните, понимаете? Где-то были документы утеряны, да, где-то, возможно, были они умышленно утеряны, где-то, может быть, ну, не по осторожности. То есть я понял, что, вернее, мы увидели, что на самом деле мы очень неэффективно управляем этим. Не то, что неэффективно, мы безобразно управляем этим активами. И где-то порой даже хотелось плакать, потому что, находясь в таких, не знаю, самых жирных точках страны, да, не пользоваться этим и не получать этого аренду. Мир меняется, ну, даже я сейчас, не знаю, в Караколе, в Чолпанате, там, где бы ни было, да, то есть я думаю, за 1 квадратный метр, да, люди готовы платить аренду. Бизнес развивается все равно, малые, средние, там, да, торговые точки и так далее. Мне кажется, в этом направлении как бы мы очень, очень слабо работаем. Данияр, для вас имеет значение, кому отдавать эти лакомые, платиновые кусочки в аренду? Потому что вот вы сейчас говорите о каких-то действительно очень красивых вещах. Open space крупных компаний, там, финансовый сектор, банки и так далее, там, крупные международные бренды, такие как BMW. А если, ну, все-таки бизнес есть бизнес, рынок есть рынок, если все-таки, скажем так, какие-то, ну, там условная какая-то чайхана, предложит хорошую цену, которая перебьет там то, что предлагает банк и так далее. Вот тут выборочность в вопросах аренды госимущества, она важна? Как вы на этот вопрос смотрите? Отличный вопрос. На самом деле я полностью вас поддерживаю, да, я тоже сторонник того, что пекарь должен печь, да, там, не знаю, там, сантехник должен заниматься сантехникой, да. Мы как бы выявили эти места, но мы очень много консультировались с девелоперами, с профессиональными. Я даже в Алмату ездил, да, вот у нас есть наши земляки, которые занимались большими девелоперскими проектами в Алмате. Наверное, если кто в Алмате был, все знают самый такой шикарный торговый центр Есентай Молл. Да, он там стоит, не знаю, порядка 600 миллионов долларов, да, там, и в этапе развития этого отличного проекта, да, участвовали наши земляки. Я даже с ними консультировался, да, многих я хотел привлечь в том плане, чтобы они взяли, скажем, концептуально. То есть многие объекты, которые даже есть в городе, да, Телеком, мы сделали небольшую презентацию, да, я скинул всем девелоперам. Я сказал, ребята, подумайте, что можно сделать такого концептуального. Не так, что вы правильно говорите, там, не раздать по 3 квадратных метра там, под шаурму, там, не знаю, под мастерскую и так далее, да, а на самом деле что сделать концептуально. Вот на Чуй Советском мы хотели сделать концептуально большую IT-академию. То есть вот первый этаж мы хотели полностью высвободить, сделать стеклянные кофейни, да, там, бублики, там, не знаю, там, авеню, там, Беладжу и так далее, да, там, привлечь наших рестораторов, ребята тоже имеют колоссальный опыт, да, то есть многим эта идея понравилась. Мы хотели фонтан оживить, вечерную анимацию сделать, ну, как мы в Ташкент ездили в декабре, да, чтобы там была зона, где там люди могут на гитаре поиграть, там, дворик там шикарный, да, вот я сам люблю, скажем, летние локации, как вот у навигатора, да, летние площадки, там дворик в Телекоме вообще шикарный. Там, ну, есть там сосны растут, да, то есть в этом направлении. А вот эти 3 этажа мы хотели сдать под IT-академию. Ну, вот 2 или 3 IT-академии наши вот кыргызские приглашали. Если заметили, сейчас Телеком мы чуть его отмыли, кондиционеры сняли, да, почистили. То есть мы начали такую предпродажную подготовку делать. А здание, которое на Советско-Киевском, мы 2 этажа уже отремонтировали. То есть мы, ну, как бы сделали такую черновую отделку и уже готовы были переформатировать, вот как проект ОЛО, да, и так далее. То есть в этом плане мы работали с профессионалами, то есть это не так, чтобы там я заходил, да, там сдали там кому-то, непонятно кому, да. На самом деле мы вот подписали с Узбекской IT-академией договор в прошлом году, у них очень успешные проекты, мы были в Ташкенте, и буквально в декабре, когда мы уехали, они потом перезванивали, говорят, помните, была где у нас там столовая большая, там фойе, мы, говорят, полностью переделали под IT, потому что на сегодняшний день, оказывается, потребность в IT-академии очень высокая. То есть есть, допустим, узбеки, ребята, да, у которых есть уже, ну, практический опыт. То есть я говорю, ребята, это не мой бизнес. Вот локация, да, вот мои возможности, да, пожалуйста, делайте так, чтобы здесь было очень комфортно. Но я думаю, по своей природе телеком, IT, да, вот это направление должно как бы быть совместно двигаться. И у меня огромное было желание вот на этой локации сделать такой большой маленький IT-хаб. Плюс у нас были инвесторы, которые готовы были вот во дворе, там, на этих 70 сотках построить отель 5-звездочный, да, там, формата, там, Ридс-Карлтон и так далее, да, то есть там 20 этажей отель,
И они предполагали, что сделают подземный шестиуровневый подземный маркет, супермаркет, который будет с переходами на ЦУМ, на ГУМ и так далее. То есть мы даже такой проект планировали, но, как я говорю, непонятные правила игры, они очень смущают инвесторов. Слушайте, Даниар, вот теперь после всего вами сказанного возникает несколько вопросов. Ну почему, если это действительно очень перспективные с точки зрения бизнеса проекты, с одной стороны, вот казалось бы, бери да делай, а с другой стороны вы говорите, документы теряются, единых правил игры нет. И вообще ощущение полной безалаберности, халатности, безответственности, и не то что апатии, а какой-то гипернезаинтересованности в том, чтобы что-то двигать. Тем более, что вот действительно мы с вами разбираем пример, с которым вы знакомы лучше всего, это Кыргызтелеком, но я, слушая вас, понимаю, что таких объектов по всей стране, не только в Бишкеке, их огромное. Максим? Данияр, да, я вот жду ваших комментариев по поводу, в чем же проблема, от чего возникает это нежелание, ну, практически лежащие на поверхности бизнес-проекты, которые принесут пользу государству. И, возможно, тогда мы могли бы, я не знаю, не открывать казино, не легализовать их деятельность. Возможно, мы могли бы не принимать законы, которые легализуют преступные доходы. Ну вот, если действительно мы понимаем, что экономическая ситуация в стране далека от идеала, если мы понимаем, что нам действительно нужно выплачивать огромные государственные долги тем или иным нашим партнерам, там, Китаю, Международному валютному фонду, России, неважно, почему мы не используем вот эти возможности, которые, ну, как бы, во всяком случае, слушая вас, понимаю, что они на поверхности, они выгодные, и они связаны с каким-то развитием, они связаны с будущим. Это IT, это финтех, это привлечение каких-то международных крупных брендов и так далее. Я думаю, знаете, пришло время к тому, чтобы я думаю, уже это must-have, да? Если это раньше было, скажем, таким далеким каким-то невидимым, да, ореолом, да, там Южная Корея, Сингапур и так далее, мы в телекоме проводили, скажем, многовекторную работу, да. Одна из работ была связана вот, ну, с оцифровкой, скажем, выявлением, да, скажем, своего имущества, да, там, укрепление его, да, там, фиксирование и там, передачу, там, в следующие руки, да. Второе направление, я очень хотел, чтобы Телеком был одной из первых компаний, которую можно вывести на IPO, да. Знаете, IPO – это, скажем, международная биржа. Это когда твои акции продаются не на только фондовой бирже Кыргызской, но на IPO. На текущий момент, по оценкам нашей фондовой биржи, по действующим акциям, Кыргызтелеком стоит там порядка 9 миллионов долларов, да, акции Кыргызтелекома. Для понимания, Казахтелеком на сегодняшний день стоит порядка 1,5 миллиарда долларов. То есть это без выхода на IPO. То есть компания стоит 160 раз дороже, чем Кыргызтелеком. Понимая эту вещь, мы с прошлого года проводили работу по поиску инвесторов и потенциальных партнеров для выхода на IPO. Они буквально на прошлой неделе были, но пока не приехали, меня уже в Телекоме не было, да. И мы с ребятами провели ряд встреч, ну, с лицами, принимающими решения, да, и мы сейчас продвигаем идею о том, чтобы сделать топ-компанию, которая можно в ближайшие 2-3 года вывести на IPO. Для понимания, на сегодняшний день президент Узбекистана издал указ, где 15 компаний, они хотят вывести в ближайшие 2 года на IPO, на лондонскую биржу. Таджикистан уже выпустил евробанды, даже, оказывается, я даже не знал об этом, далекая Молдавия, да, которая, ну, намного, скажем, по экономическим потенциалам уступает Кыргызстану, они уже 2 компании выводят на IPO. То есть это такая большая кропотливая работа. Я опять попрошу вас уточнить. Это же речь идет о государственных компаниях, когда не частная компания выходит на биржу, а там, я не знаю, вот тот же самый Кыргызтелеком, который принадлежит Кыргызской республике, там и так далее, вот эти компании, государственные, выводятся на биржу. Совершенно верно. Предыстория такая, вот с теми ребятами, с которыми мы общались, которые приезжали, да, специалисты по выходу на IPO, они, кстати, наши соотечественники, они говорили, что в 2019 году они уже были, делали большое роуд-шоу, встречались и с Минэкономом, там, с ПУГИ, и со всеми другими организациями, но, говорит, за эти 3 года, там, ну, в Телекоме, я не знаю, там, я, наверное, уже там 15-й на председателе правления, которые поменялись. Он говорит, что, ну, так как бы дела не делаются, и, по сути, за 3 года мы могли бы выйти на IPO, да.
на самом, скажем, грубом подсчетам, они сказали, что телеком в самой нижней точке стоил бы $1 миллиард. 1 миллиард. То есть сегодня стоит 9 миллионов, да, то есть, представляете, какая разница. Ну вот пример того же Каспий банка казахского, да, он в пике стоил $29 миллиардов. Каспий банк вышел в октябре 2020 года, когда пандемия бушевала, и в 2021 году, в это же время, ровно через год, в пике он стоил $29 миллиардов. То есть если мы выведем какой-то из наших коммерческих любых банков, да, ну, государственных, да, Айлбанк, допустим, РСК банк, да, и так далее, да, ну, ладно, даже если население в Киргизии 3 раза меньше, да, там, и по ресурсам мы намного там меньше, да, даже если на 5 уменьшить, да, любой кыргызский банк, который выйдет на IPO, будет стоить минимум $5 миллиардов. То есть 20%, да, от этих 5 миллиардов, даже если мы продадим, это $1 миллиард. То есть вывести 4-5 компаний, да, это у тебя в пуле уже будет $10 миллиардов, да. Вот, отвечая, как бы забегая вперед на ваш вопрос, эти деньги, которые можно использовать, ну, не знаю, на длинные кредиты, там, на дороги, инфраструктуру и так далее. И, знаете, очень такой тонкий момент, ребята рассказывали, что на сегодняшний день до пандемии, в сравнении до пандемии, денег напечатано, да, в 3 раза больше, чем до пандемии. Если в среднем в год размещалось на лондонской бирже от 200 до 250 миллиардов долларов, то на текущий момент инвестиционный потенциал лондонской биржи составляет $700 миллиардов. 700 миллиардов, да? И весь мир ищет вкусные, интересные проекты, куда можно инвестировать. Телеком, банки, мегаком, создание холдингов, да, являются именно теми лакомыми точками, да, куда инвестор идет с охотой, потому что телекоммуникация на сегодняшний день один из самых растущих рынков. Из-за того, что каждые 3-5 лет происходят технологические изменения, телеком является очень привлекательным с точки зрения инвестиций. То есть финтехи, да, и так далее, вы сами видите, сколько стоит Amazon, там, Tesla и так далее, да, то есть это не ресурсные компании, это не нефть, не газ, да, это не земля абсолютно, это просто технологии, которые стоят, не знаю, $1 триллион, да, там Apple сколько стоит, там больше 2 триллионов долларов, да. На самом деле, ну, Apple, у него же нет ни завода, ни фабрики, абсолютно нет ничего, там, ни нефтяной вышки. То есть мир меняется, и мне кажется, нам надо вот эти тренды поддерживать. Данияр, я вам сейчас задам прямой вопрос, и вы можете не отвечать на него, безусловно. Но вы с чем связываете ваш уход с поста председателя правления? Потому что вот слушая вас, очень толковые, очень внятные мысли по очень широкому спектру вопросов, касающихся развития и, ну, скажем так, повышения KPI этого госпредприятия. Поэтому прямой вопрос. И либо не отвечайте, либо давайте прямой ответ. Почему вы ушли или вас ушли с этой должности? Скажу честно, да, до ухода, ну, пару недель, да, до ухода как бы начали слухи муссироваться, да, там, идите туда, там, бегите сюда, ну, как бы я на это место не рвался, да, меня туда пригласили, да, и я как человек, имеющий опыт на госслужбе, да, прекрасно понимаю, что я должен подчиниться, потому что есть собственник. То есть я сказал, ребят, ну, работаем, ну, до последней, да, там, капли крови, да, то есть ну, придет собственник, скажет, да, да нет, мы в таких условиях не нуждаемся, как бы я выйду. Я это все воспринимаю, ну, так должно было быть. Я думаю, ну, это, говорят же, многие вещи мы, скажем, понимаем через ум, на самом деле есть вещи, которые, ну, есть там повыше люди, да, там, я имею в виду не люди даже, а, скажем, ну, никто не отменял же веру в Бога, да, и я думаю, у Всевышнего всегда есть свой план на нас и на нашу жизнь, да, ну, буквально, наверное, через неделю, да, у меня вот тремор прошел, да, и я думаю, ну, значит, так должно было быть. Значит, я думаю, что для меня судьба уготовила какой-то другой свой путь. А вы не жалеете о том, что при наличии такого колоссального проекта, при наличии таких колоссальных проектов, которые действительно могли позитивно повлиять не только на судьбу компании, не только на ваше какое-то, я не знаю, личное тщеславие, там, личную успешность, но и на жизнь всей страны, вам как бы эти проекты реализовать не дали? Как Майк Тайсон говорил, если тебя ударили, ты упал и встал, это не физика, это характер, да, здесь, ну, на самом деле важно же количество попыток же, да, то есть 3 месяца, как я ушел, количество попыток, наверное, увеличилось. На самом деле я сейчас чувствую, что у меня, скажем, больше времени, больше сосредоточено в том, чтобы, скажем, ну, лицам, принимающим решения, более свободная позиция, объяснить и рассказать, да, как можно дальше двигаться. То есть любая ситуация в жизни – это опыт, да. Немного вернусь, да, по
каким образом мы можем достичь прорыва, да, и избежать таких ситуаций, которая была, допустим, у меня, там, не знаю, ну, вчера я даже там коллеги прислали, да, я на скуле была, вчера с скуля приехал, что уже там человека, которого поставили после меня, да, что его уже, да, отстранили, да, то есть ну, там прошло 2 или 3 месяца, да, но как бы ребята, которые приезжали вот по IPO, да, они посмеялись, ну, как можно в таких условиях работать, да. Одна из идей, которую мы сейчас продвигаем, это внедрение корпоративного управления. Корпоративное управление, вот они, ребята приводили пример, что та же Украина, да, то есть, ну, Даняр, ну, там все как и у вас. То есть есть там Максим родственник, там зять, сват, да, там, и когда эта вся история с госкомпанием затевалась, тоже каждый пытался как бы запихать своего, да, то есть, но политические круги, собравшись, скажем, в одном месте, да, приняли решение о том, чтобы необходимо, пришло время привлекать какие-то внешние силы. Оказывается, для меня тоже был таким открытием. Вот есть в мире, да, топ-4, да, эти по аудиту, да, называют большая четверка, знаете, да, там Ernst Young и так далее компании. Оказывается, есть большая шестерка по HR. То есть есть большая шестерка специализированных компаний, там, немецких, там, французских и так далее, которых нанимают именно для подбора советов директоров, там, не знаю, правления и так далее. То есть, оказывается, в мире, по сути, да, на биржу выводится не сама компания, а вводится стратегия развития этой компании, да, там, условно, телеком, да, нанимается там 8 или там 10 человек, да, в основном это экспаты, да, у них там определенные требования, да, и плюс как бы эта большая штука гарантирует, скажем, за результаты этих людей. И эти 8-10 человек сформирован совет директоров, да, по закону вот в Украине, да, тоже они там заключили с ними договор на 10 лет. То есть совет директоров у них там работает минимум 3-5 лет. То есть никак у нас, да, там не меняется там каждые 3 месяца, да, то есть, соответственно, это люди с колоссальным опытом, с международным. Даже придя в телеком, да, у меня как бы личные связи были, да, там я общался там с коммерческим директором Белтелекома, там, с техническим директором Казахтелекома, да, я их очень хотел привлечь, да, но зайдя в телеком, я увидел, что, ну, привлекать пока некуда, потому что, ну, то есть там, видите, уровень, разрыв, да, то есть колоссальный, то есть здесь стратегия, а здесь как бы кабель надо, да, каждый день покупать, понимаете, то есть разрыв очень большой, да, и мы хотим сейчас как бы в этом направлении, знаете, как системно продвинуться. То есть не тащить один телеком, мы хотим, да, достучаться до наших руководителей, чтобы поработать системно, да, повлиять на изменения там, законодательной базы и так далее. Давайте на этом моменте, Даниэль, остановимся поподробнее, потому что вот тут недавно стало известно, что, ну, скажем так, разрабатывается проект, давайте назовем его так, чтобы отдать несколько аэропортов Кыргызстана в управление там зарубежным компаниям. И один из комментариев на эту новость был такой: а не легче ли просто не отдавая часть акций, там, часть собственности государственной, просто, вот как вы говорите, нанять грамотных управленцев? Ну, то есть нанять на работу, не давая ни акций, ни собственности. И вот вы сейчас рассказываете про то, что действительно есть там крупнейшие международные HR-компании, которые профессионально занимаются подбором того самого топ-менеджмента, менеджмента среднего звена. На ваш взгляд, может быть, действительно стоит как бы идти этим путем? Это первая часть вопроса. А вторая, вы уже несколько раз вскользь, правда, упоминали, что как бы время от времени происходит контакт с лицами в нашей стране, которые действительно принимают решения, с первыми лицами страны. И скажите, вот там обратная связь, она присутствует? Там есть понимание, что, ну, как бы мир изменился, 21 век – это не 20 век, и уж тем более не средние века, что немножко все работает по-другому? Я, знаете, оцениваю текущую ситуацию как больше позитивную, чем негативную. Потому что я даже смотрю по объектам вот, в городе, да, вот на днях я по филармонии проезжал, да, там здание, которое стало там больше 10 лет, да. Сегодня вот у нас был обед там в Хаяте, да, вот за Хаятом здание стояло, которое там больше 6 или 7 лет уже, ну, не строилось, да, сейчас везде идет стройка. То есть даже по вот этому окружению, которое идет в городе, я вижу, что, грубо говоря, сейчас идет такая хорошая движуха идет. И на самом деле мы сторонники того, чтобы эту движуху поддержать, да, то есть помочь тем, ну, не знаю, своими экспириенсом, да, там, своими связями, возможностями.
есть огромное желание, да, собрать команду, да, там, не знаю, влиться куда-то, кому-то помочь и так далее, да. В этом направлении сейчас идет очень колоссальная поддержка. На самом деле, многие проекты, которые сейчас очень сильно динамично двигаются, да, ну, я там в силу определенных причин, я их не могу раскрывать, скажем, внутренние как бы фишки, да, но я думаю, если в таком темпе пойдет, то через год это будет совсем другая страна. Я в это верю, ну, несмотря на то, что вот такая политическая составляющая есть, да, но внутри, скажем, элит, да, идет какая-то вот, скажем, такая хорошая закваска пошла. И у людей такое начинается прививаться, да, там, другое мышление, другое видение, да. Что когда мы в декабре были, вот в том же Ташкенте, да, вот мы ездили в дата-центр, и это, скажем, большой ситуационный центр, где они полностью с этой точки управляют всей электроэнергией Узбекистана. То есть узбеки, представляете, они, да, за год 8,5 миллионов счетчиков они перевели на умные. То есть они видят сейчас каждый квадратный там, киловатт, куда уходит, кому распределяется и так далее. Все по предоплате, по принципу сотового телефона. У тебя есть мобильное приложение, есть деньги, цвет есть, денег нет, цвета нет. Все очень просто. Они видят износ там каждой подстанции и так далее. Настолько это стало технологизировано, да, настолько это стало управлять удобнее да, этой системой. И когда мы вот дважды ездили в этот центр, да, настолько нам понравился. У них еще есть в конце фишка, да, они такой зал, там сидишь, они рассказывают, такое стекло, такое тонировано, да, они нажимают какую-то кнопку, да, и она как бы растонируется, да, и вот видно как бы саму технику, да, компьютер, ну, такой вау-эффект, да. И ребята, руководители этого центра, мы вообще не энергетики, мы, говорит, банкиры. Меня это поразило. Я со многими общался, да, там был парень молодой, его из Голландии, это господин Мерзиёев привлек, он работал в какой-то крупной корпорации, да, он сейчас занимается, они, кстати, в Узбекистане сейчас строят первую клинику, где будут роботизированные операции делать на человека, представляете? То есть там нанотехнологии применять в медицине. Вот эти два парня, они были главами какого-то банка, Мерзиёев вытащил, да, они построили дата-центр, да, но, то есть, ну, людям создали нормальные условия. То есть, ну, очень много ребят, они привезли с Запада, да, кто там уехал там в свое время, там в каких-то проектах работал. В этом направлении сейчас во многих вот этих акционерных обществах, холдингах, которые создаются у нас, такие условия создаются. Такая маленькая фидерская информация, да, то есть очень много ребят приехало с Запада, очень много приехало ребят с Казахстана, с России, они здесь работают. Это наши граждане, вот даже вот те парни, которых мы привозили там с Британии, да, они тоже готовы работать. То есть вчера там, да, одного из них, да, мы там уговорили, там 2 недели работать здесь, 2 недели будет в Британии. Он готов работать, и надо просто создавать условия, потому что вот тот же совет директоров, который создавали в Украине, да, их финансирует там Европейский банк там, и там IFC, да, Международный валютный фонд. Для понимания, да, услуги таких людей стоят там от 150 до 200 тысяч долларов в год. Ну, вы правильно сказали, если платить там 5, да, это будет, в месяц, не в год, да, если 5 платить, это $1 миллион, да, по сути, допустим, для аэропорта Манас, который в прошлом году заработал $50 миллионов, может быть, вы правильно говорите, может быть, это хороший вариант. То есть, может быть, легче нанять, не знаю, там за 5-10 миллионов этих менеджеров, да, чтобы они, скажем, написали классную стратегию, да, и аэропорт там самостоятельно вышел на IPO. Потому что аэропорт – это очень доходный бизнес. И, за последние, врать не буду, 8 лет там объем перевозок вырос в 3 раза. То есть с точки зрения бизнеса аэропорт – это очень такой лакомый кусочек. И игроков на рынке очень много, там Singapore Airlines, вот, допустим, KLM, да, эти есть нидерландские, да, авиалинии, да, у них тоже проблема, допустим, эти, да, дальнемагистральные полеты делать. В авиации такая есть фишка, да, допустим, вы можете лететь из Сингапура в Лондон, вы, должны брать там Boeing самый большой, там у него там расход огромный, там затрат очень много. Вам легче взять 2 маленьких Боинга, которые где-то там, не знаю, в Бишкеке сядет и дальше полетит. Это будет намного дешевле, да, чем брать большой Боинг. А вот это каждый взлет-посадка, да, это деньги, да, то есть как авиатор смеется, как только шасси вот касается авиаполотна, да, сразу начинает включаться счетчик. Аэропорт очень доходный бизнес. Слушайте, Данияр, и вот я вновь все-таки возвращаю вас к этому вопросу. Колоссальное количество идей, которые, ну, честно, не кажутся, знаете, утопическими, они не кажутся такими, что вот мы сейчас, там, не знаю, найдем неожиданно нефть в центре Бишкека. Нет, вполне выполнимые какие-то вещи, которые требуют, ну, только более, наверное, конструктивного и более вдумчивого подхода и отсутствия той самой халатности, безалаберности и так далее. На ваш взгляд, если эти вещи будут имплементироваться,
Вот вы очень позитивно об этом рассказываете, внушает, правда, внушаете даже некую надежду и оптимизм. Если эти вещи будут имплементироваться, возможно ли действительно, что внешний долг, о котором так сейчас много говорят, очень много о нем говорят на всех уровнях, что он может быть выплачен без, скажем так, принятия некоторых одиозных законов, которые вызывают в обществе определенное либо недоверие, либо неприязнь? Ну, если идти в долгу, да, скажем, создать вот правила игры, набрать вот элементарно этот же совет директоров, да, изменять законодательство там на ближайшие 2, там, 3 месяца, 4 месяца, да, сформировать хотя бы в 4 госкомпаниях, да, там, не знаю, аэропорт, там пару банков взять и так далее. Я думаю, через 2,5-3 года мы, выведя эти 4 компании на IPO, я думаю, при самом худшем сценарии мы можем привлечь в страну порядка 10 миллиардов долларов. То есть я думаю, что меньше 2,5 миллиардов долларов эти компании стоить не будут. Очень важный момент, да, то есть мы тоже вот всем нашим высоким чиновникам рассказываем, что у нас не должно быть страха потерять эти компании. Потому что, вот, ну, для примера, семья Ford, она владеет всего 18% акций компании. И вот, допустим, как в телекоме говорят, да, вот не продавайте, вот мы должны... Фондовые биржи были, на кыргызской фондовой бирже, они говорят, да нет, ну, надо вам, ну, не знаю, вывести там 51% там отдать частникам, да, и 49%, соответственно, вы выходите из-под закона о госзакупках. Это позволит, ну, компании более динамично развиваться, потому что мы вне рынка, да. Ну, для понимания, допустим, если мы в октябре пишем какие-то свои стратегии, да, к марту месяца, а в марте я начинаю мучить, да, говорю, а почему вы не делаете там подключение там на улице, там, Розакова, дом 2, они говорят, ну, у нас тоже, как бы, да, информация утекает же с телекома, то есть на Розакова уже, там, не знаю, кто-то из конкурентов уже повесил. И в этом плане, да, я думаю, через 2-3 года можно ряд компаний вывести на IPO. Вернусь вот, да, к этому контрольному пакету акций. Вот пример того же Форда показывает, что владея 18% акций компании, они являются де-факто владельцами контрольного пакета. Потому что меньше там, больше 1% у людей нету. Чтобы понимали, это не так, чтобы, да, вот 18 у вас, да, там, 82 у Максима, да. То есть эти, там, не знаю, 82% они распределены, не знаю, между там, миллионами людей. Потому что со всей планеты они владеют маленькими долями. И когда акционеры выходят, ну, самые крупные, да, говорят, допустим, 1 мая, там, давайте проведем акционерное собрание. Ну, не собираются люди, да, потом, ну, по процедуре, да, там, 1 июня не собираются. А 1 июля выходит, решает уже самый большой акционер. Самый большой акционер – это вот семья Форд. Они являются, ну, де-факто не являются, ну, скажем, владельцами контрольного пакета. А 82% им приносят колоссальные деньги. То есть IPO – это, ну, огромная возможность, да, выйти на это другой уровень игры, да. И мы бы хотели еще поработать в направлении вот по улучшению, скажем, странового рейтинга, да, к сожалению, оказывается, за последние 10 лет мы, ну, очень сильно упали в этом направлении. Но, и, кстати, приезжали банкиры из Казахстана, они очень интересную вещь нам сказали, видите, мы, говорится, близко видно издалека. На сегодняшний день, знаете, вот категории есть, да, инвестиционные, там ААА, там БББ, да, там ЦЦЦ, мы там где-то, не знаю, где-то находимся даже за БББ, где-то чуть дальше, да. Они интересную вещь сказали, да нет, для Кыргызстана, вот с ТЦЦ, да, перескочить даже на ААА, там АА, там, третий, да, там, намного проще, там, чем казахов. Потому что уровень демократии, ну, в странах Центральной Азии, да, самый высокий у нас. Это ключевое при выходе именно вот в хорошие рейтинги. Вот они говорят, мы вот в Слушайте, Казахстане, да, Данияр, есть такой колоссальный спасибо вам, ресурс. что вы сами об этом заговорили. А вот насколько, слушайте, вот недавно принимался тоже закон о креативных индустриях, и мы с некоторыми акторами говорили о том, насколько свобода важна в креативной экономике. А я у вас хочу спросить, а насколько важна свобода в широком смысле этого слова для экономики вообще? Там, я не знаю, для IPO, для кредитного и некредитного рейтинга страны в международных там разных списках и так далее и тому подобного. И насколько важно эту свободу сохранить, чтобы не только там можно было говорить то, что ты думаешь, и то, о чем нужно говорить, но и для того, чтобы страна развивалась, в том числе экономически. На это рынке реагирует очень, очень сильно, потому что, видите, помимо того, чтобы оттащить одну компанию, да, и здесь выравнивание, улучшение страновых рейтингов, это гораздо более важная задача. Это возможность для выхода любой частной компании на внешние рынки. И сохранение вот той демократии, которая у нас есть, да, это, я думаю, одно из наверное, важных, да, задач для руководства страны.
потому что на самом деле это наше большое достояние, да, и есть чем сравнивать, да, то есть я открывал бизнес, работал во многих странах СНГ, я скажу честно, ну, такого уровня, скажем, свободы, да, ну, выйти на площадь, там, побунтовать в хорошем смысле слова, да, но нигде такой возможности нет. И я думаю, это наша большая изюминка. Я говорю, ребята, казахи, да, это владельцы там крупнейшего банка Казахстана, это ребята, которые были основателями, да, банковской системы Казахстана. Они вот такую вещь, когда рассказали, я был удивлен. На самом деле для меня это было такое, маленьким открытием. Они сказали, что для вас, да, там, перейти там, в более высокую категорию, там, чем Казахстан, намного проще. Ну, мы попытаемся эту информацию также доносить, да, до нужных, да, скажем, лиц, да, то есть показать, что есть как бы уровень игры там А, Б, С, Д, Е, да, то есть если хочешь играть в высшей лиге, да, то есть правила игры вот такие, да, там в средней лиге правила игры такие, то есть все зависит, наверное, от желания и масштабов, да, развития. Ну, денег в мире, вот ребята приехали, вот 700 миллиардов, вот, да, лежат, ну, бери хоть завтра, да, но сделая нормальные правила игры, все, люди готовы инвестировать. Причем, оказывается, для инвестора не важно, он даже не смотрит географически, там, не знаю, Никарагуа, там, Зимбабве, Кыргызстан, там, не знаю, Пакистан, Индия. Он смотрит по рейтингу, открывает рейтинг, там, все, сколько там, $1000 он там покупает там 3 акции Кыргызтелекома. Так что, если на IPO будем выходить, надо заранее предупреждать вас, что надо будет купить вам акции телекома. Спасибо, спасибо, обязательно. Не забудьте, Даниил. Даниил, спасибо вам огромное за беседу. Слушайте, хоть и выходим за время, но не могу не спросить у вас. Вот мы с вами очень говорили много о частном и государственном подходе к управлению, к бизнесу, к экономике вообще. И вы знаете, меня всегда интересовал вопрос, вам его хочу задать. Почему у нас по-прежнему, несмотря на то, что Советского Союза нет уже 30 лет, вот есть некоторое предубеждение не только у властей, но и, скажем так, у широких масс, что частник – это плохо, там это вот, там, не знаю, какой-то спекулянт, капиталист, который работает в своих интересах и обирает простой честный народ. А государство – это хорошо, это за народ, это вот что-то наше, все в стране народное, все в стране мое. Но вот когда оглядываешься по сторонам, и ты видишь частный бизнес и частные компании, это чисто, хорошо, качественно, профессионально, высокие зарплаты, высокий уровень сервиса. И далее можно перечислять плюсы. И ты смотришь на государственные компании, низкие зарплаты, ну такой себе сервис, какая-то депрессивная разруха и так далее и тому подобное. И вместе с тем по-прежнему и у власть имущих довольно часто, и у широких масс вот какое-то предубеждение против частного бизнеса. Вы себе этот вопрос не задавали? Если задавали, как на него отвечали? Я думаю, знаете, это все зависит от смены парадигм. Ну вот на днях даже вот Акылбек Усенбекович, да, где-то пост выставлял в Фейсбуке, да, что там писали учителя с благодарностью, да, там президенту писали, да, что они получили пенсионные там порядка 100 тысяч сумм, да, то есть, ну, это, ну, не бывало, скажем, да, для Кыргызстана как бы заработная плата, что у меня самого родная сестра детский хирург, врач, и я помню даже эту историю, когда, не знаю, там, больше 20 лет назад принесла первую зарплату, да, у мамы такой странный вопрос был: а сколько ты должна осталось, да? Понимаете, там, 25 лет назад, да, то есть она пришла, не знаю, там, 500 сомов, да, там, и 200 сомов она осталась должна, да, то есть, ну, то есть мы радовались не за то, что сколько она принесла, а сколько, да, у нее там, что у нее, да, кассовый разрыв был маленький, да, то есть вот эту разницу, скажем, ну, семья покрывала, да, то есть она шла по своему призванию, да, она хотела, любила, да, свою профессию и так далее, да. Просто приведу пример Сингапура, да, чтобы вы же понимаете, в Сингапуре какая ситуация. В Сингапуре, допустим, налоговая служба, да, она что делает? Она ведет свои рейтинги, и, допустим, какой-то частной компании, да, там, Сололо, там, не знаю, какой-нибудь там, Юнилаба, да, там, они, получается, выхватывают этих людей, да, и обеспечивают условия намного лучше, чем частная компания. То есть соцпакет, там, статус, да, там, заработная плата и так далее. Они говорят: ребят, пойдемте работать у нас. То есть я думаю, вот это первые шаги, которые сейчас есть, да, там, вот президент обещал там с 1 августа повысить заработную плату, да, но в том же телекоме мы хотели повысить заработную плату. Мы хотели повысить заработную плату. Я думаю, вот эти создания мелких базовых вещей, да, там, ну, какой-то маленький соцпакет, это не сложно. Надо делать те вещи, да, через которые люди будут, скажем, приходить, да, наиболее, скажем, перспективные, успешные именно в госслужбу. Вот я говорю, вот, ряд холдингов, которые на сегодня созданы, да, они на самом деле, они там созданы более-менее, скажем, достойные условия для того, чтобы люди работали. И, кстати, я видел многих, да, которые были до этого на госслужбе, да, и видел их в этих холдингах, я радовался за них искренне.
ну, там уже, ну, многие там из них байкешки старше меня, которые нереализованными, скажем, своими проектами, у них горели глаза, да, у них горели глаза, да, у них была такая высоченная мотивация, то есть там, ну, Максим, создать такие небольшие, хорошие условия труда, это такой, да, маленький подспорт для того, чтобы, да, госсистема тоже развивалась. Потому что вот этот у нас дисбаланс, видите, произошел, да, мы как бы оторвали бизнес, сказали, вот мы там не вмешиваемся, там, делай, что хочешь, да, бизнес ушел там развиваться, да, ему классно. Но сейчас как время пришло, как бы эту сторону тоже, да, как, знаете, вот, когда ты плаваешь, ты не можешь как бы с одной рукой плавать, да, надо обе руки развивать. И я думаю, сейчас такое шикарное время, да, где, когда происходит трансформация, да, меняется парадигма, да, и отношение к услугам надо менять, и условия для работы создавать. Ну, понятно, если там в телекоме он получает 10 тысяч часов, конечно, он будет полдня думать, да, там, где бы там 2 метра кабеля домой унести, понимаете. Ну, это жизнь, понимаете, это наши братья, это наши, да, родственники, соседи, да, это часть нас, да, нашего общества. Это не какие-то чужие люди там приехали с планеты, да. Я же понимаю, если у него там расход 25 тысяч, да, он зарабатывает 10 тысяч, да, у него там 3 детей, там, жена там и так далее, там. Ну, куча всяких жизненных ситуаций будет. Поэтому люди стали такие чуть озлобленные, да, поэтому вот этот перекос произошел, да, там, мы не любим бизнесмена, бизнесмены не любят там госслужащих и так далее. Потому что, ну, у тех боли, у этих боли, понимаете. И просто, думаю, потихоньку надо вот это выравнивать. И надо, на самом деле, создавать условия. Вот в Японии я был тоже 15 лет назад, да, я удивился, да, когда мы были в одном банке, да, там пришел вице-президент, да, там японцы там, ну, там в пол, да, там этого, да, корпуса покланялись. Но когда пришел там глава какого-то отдела, там, с Минфина, да, вот этот вице-президент, которому весь банк кланялся, он ему чуть ли не в ноги покланялся, да. То есть вот этот, ну, престиж, да, ну, и эго никто не отменял. Поэтому, я думаю, мы тоже к этому должны стремиться, потому что создание условий для госслужащих – это тоже важная работа. Это люди, да, которые делают, создают условия для развития бизнеса в том числе. И вот сейчас, думаю, первый шаг в сторону образования, здравоохранения, ну, это как бы заставляет, да, вселяет надежду, да, и заставляет радоваться. Да, разговор с вами, Даниил, тоже вселил надежду, оптимизм и заставил радоваться. Спасибо. Я думаю, это будет такой сеанс, бизнес, психотерапии для многих наших зрителей. Для меня это было так. К сожалению, наше время заканчивается. Даниил, еще раз выражаю вам сердечную благодарность за потрясающий разговор. Нашим зрителям напоминаю, что в гостях у нас был Даниил Касумбаев, экс-председатель правления ОАО «Кыргызтелеком», предприниматель, визионер, человек с потрясающим количеством толковых идей. Берегите себя, Next TV, Арча Медиа будет по-прежнему делиться с вами самыми Спасибо, интересными интервью. Успеха в вашей студии. Спасибо, всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.